Референдум о доверии президенту и парламенту, который намечено было провести в Чечне 5 июня, не состоялся. В понедельник в разговоре с нами по телефону директор Государственного информационного агентства «Чечен-Пресс» Абдулхамид Хатуев сказал: «Я с группой зарубежных журналистов выезжал в несколько сел. Мы побывали в Удермесском, Шалинском, Веденском районах, в разных селах. И по желанию корреспондентов останавливали прохожих и спрашивали, почему у вас нет референдума, почему вы не голосовали. Нам просто люди с удивлением говорили, у нас нет референдума, мы не хотим его. В большинстве своем, по моему, такому мнению, 80% чеченцев абсолютно были против референдума. Поэтому он и не прошел. А то, что касается потуг той партхозноменклатуры, которая пыталась провести референдум, наверное, он и не состоялся, потому что вот этой элиты мало в чеченском обществе. Они составляют не более, наверное, 5-10% от общего числа населения. Ситуация в республике, как сообщают информационные агентства, сегодня контролируется сторонниками президента Джохара Дудаева. И по словам Абдулхамида Хатуева, ситуация на сегодняшний день, в Грозном стабильная. Кроме грома, который прогремел с весенним дождем, ничего зловещего в городе нет. Люди спокойно работают общественный транспорт, магазины, все нормально. А каковы же последствия событий этого грома, прозвучавшего в чеченской столице в ночь на 4 июня, событий, в ходе которых, как сообщается, погибло около 20 человек? Я назвал громом не те события, это просто у нас действительно здесь прошел проливной дождь с весенним громом. После того, как произошли события у городского собрания, никаких, эксцессов в Грозном политического характера не происходило. Тот митинг разошелся. После этого 3 дня продолжался митинг сторонников Дудаева на площади Свободы. Движение здесь в центре города было перекрыто. И вчера, где-то после обеда, на митинге выступил Джохар Дудаев, который, в частности, сказал о том, что те, кто, вооружив народ, пытался двинуть его против законной власти, должны понести заслуженное наказание. Он в то же время сказал, что рядовые участники митинга на Театральной площади не должны нести ответственности, поскольку они были обмануты лидерами, число которых не более чем 10-15 человек. Тюра с референдумом провалилась, заявил Дудаев. И он еще подчеркнул, что целым референдум подготавливался целый год, российскими спецслужбами во главе с Примаковым при активном содействии Шеварднадзе и не без помощи чеченских политбомжей, окопавшихся в Москве. У меня здесь находятся, корреспонденты всех ведущих мировых информационных агентств. У них единственное желание сейчас найти и поговорить, хотя бы с одним из оппозиционеров. Вроде бы их было очень много во время митинга, людей недовольных. Во всяком случае, можно было подойти и поговорить с ними. Сегодня их буквально смыло, они растворились. Как снежные люди, где-то они есть, и как-то я не могу удовлетворить просьбу моих зарубежных коллег и показать им хоть одного оппозиционера. Все почему-то сейчас стали продудаевски настроенными. У всех, никаких обид на власть открытых нет. Но у нас есть сведения, что лидеры оппозиции,
собирается вновь где-то в селе Знаменское. Знаменское находится на территории Натеречного района. Это родина бывшего председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР Доки Завгаева. У нас есть сведения о том, что, правда, не подтвержденные, что там собираются лидеры оппозиции. Корреспондентам ряда международных агентств, как оказалось, сложно сегодня разыскать сторонников оппозиции в Чечне. А вот наш московский парламентский корреспондент Григорий Крошин смог поговорить с одним из тех, кого чеченский президент назвал политическим бомжем, народным депутатом российского парламента, бывшим председателем Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, у которого на события в Чечне иной взгляд. Речь идет о Доке Завгаеве. Из московского парламента сообщает Григорий Крошин. Парламент Российской Федерации, как известно, до сих пор официально не признал режим Джохара Дудаева. Дудаев и его сторонники, в свою очередь, не признают себя частью Российской Федерации. Одна из последних акций чеченского президента в этой конфронтации с Москвой – издание им указа о лишении чеченского гражданства народных депутатов России, избранных от Чечни, в том числе председателя Верховного Совета России Руслана Хасбулатова, члена Президиума Верховного Совета и председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью Асланбека Аслаханова, члена мандатной комиссии, бывшего партийного и советского лидера Чечено-Ингушской ССР Доку Завгаева. На первый вопрос корреспондента «Радио Свобода», как он воспринял известие о лишении его Дудаевым чеченского гражданства, народный депутат России Доку Завгаев ответил: У нас одно гражданство, у нас Российская Федерация, и этого гражданства имеет право лишить только суд Российской Федерации, и никто иначе. Это вот во-первых. Во-вторых, ни я, ни мои коллеги не давали повод для того, чтобы в таком плане или в таком ключе велся разговор. Это просто разговор авантюристов, клеветников. Собственно, это главным орудием является их последний период. А каково ваше отношение к заявлению, сделанному Русланом Хасбулатовым в отношении Чечни недавно? Может быть, именно в ответ на это заявление последовала такая акция со стороны Джохара Дудаева? Обращение Руслана Хасбулатова к народу, я считаю, это дело правильным, нужным, но с большим запозданием. Надо к народу было обращаться еще в сентябре 1991 года, когда эта трагедия только начиналась, когда авантюристы объявляли себя отцами народа, спасителем народа. Вот тогда надо было открыть, как говорится, и глаза, и уши, и иметь твердую позицию и Хасбулатову, и другим нашим товарищам. А так, в принципе, конечно, это обращение, оно преследует цели хоть как-то воздействовать на ту ситуацию, попытаться ее направить в какое-то разумное русло. С вашей точки зрения, что бы надо было сделать сегодня в нынешней реальной ситуации в Чечне Верховному Совету России? Чтобы на этот вопрос ответить, я бы сказал лучше так, что не надо бы делать. Не надо было в свое время поддерживать антиконституционный государственный переворот в Чечено-Ингушской республике, а он был поддержан отсюда, из Москвы. Второе, не надо было в ноябре 1991 года пытаться насильственным путем свергнуть самим же насаженный режим Дудаева. Ведь те же сторонники Дудаева выдали это, в общем-то, как попытка России насильственно навязать чеченскому народу какую-то свою волю. Но все же, с вашей точки зрения, так говоря, в общем, есть выход-то на сегодня из этой ситуации? И каков он наиболее бескровный? Значит, выход есть. И для того, чтобы нам подойти к поиску решений, надо народу, и в целом народу, я имею в виду России, рассказать всю правду о том, что там произошло в сентябре 1991 года в Чечено-Ингушской республике. И что происходит сегодня? Правду надо рассказать. Пока что о правде замалчивают. А суть в чем, как говорится, тогда заключалась эта самая проблема? Коррумпированные группировки в самой Чечено-Ингушской республике
их вдохновители и покровители здесь, в Москве, кстати, они сейчас у власти, тогда рвались к нефти, к богатству республики. Мы их не допускали. Вы ведь тогда были руководителем Чечено-Ингушской АССР. Да, я работал председателем Верховного Совета. Товарищ Беков работал председателем Совета Министров, сейчас он зампредседателя комитета, Таможенного комитета России. Мы эти коррумпированные кланы и их московских покровителей не допускали до нефтекомплекса, до других, так сказать, сфер, где они хотели, в общем-то, орудовать. И потому в сговоре была совершена вот эта вот акция, нападение на Верховный Совет, избили депутатов, одного при этом убили, и вот так физически разогнали Верховный Совет. Считает Даку Завгаев, народный депутат России, избранный от Чеченской Республики. Григорий Крошин для Радио Свобода, Москва.